Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – главная задача, стоящая перед Минавтодором Республики. Основной инструмент достижения этой стратегической цели – национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Позитивные изменения в дорожном хозяйстве региона сегодня замечают жители благодаря развернувшимся в республике масштабным ремонтным работам. Кстати, не только в крупнонаселенных пунктах, но и на межпоселенческих участках. Мы должны достигнуть в рамках нацпроекта это 85% нормативного состояния автомобильных дорог в агломерациях Назрань-Магаз, и опорной сети тоже в том числе. И должны были достичь, например, 78% нормативного состояния на дорогах регионального межмуниципального значения. Ну, тут получается так, что к 2024 году мы должны достичь эти показатели. Говоря о достигнутых результатах за 2020 и начало реализации проекта, нельзя не упомянуть об участках дорог, связывающих Ингушетию с соседними субъектами Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек, Изязика-Вюрт-Горогорск, а также Таргим-Чми и Кажево-Магаз, Сагапши-Малгобек. По поручению главы Ингушетии в 2020 году впервые была проведена и долгожданная для жителей реконструкция автодороги Малгобек-Вежери-Юрт протяженностью 12 километров. Дорогу построили за 3 месяца и открыли в августе 2020-го. Также асфальтирован и 17-километровый путь в Датых. Самое главное, что мы это делаем для жителей, для удобства жителей. Представь себе, вот когда взять там Вежери или Датых, когда скорая помощь ехала по час-полтора, там, больного человека возила. И вы представляете, какое спасибо каждый раз вам говорят. За 3 года только в Назрани и Назрановском районе завершили 11 крупных дорожных объектов. В 2022 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» полностью приведены в порядок 6 улиц в Назрани. В Сунже асфальт проложили к социально значимым объектам. Торжественное открытие моста в Сунже, а к Сунжеской ЦРБ, к образовательным и дошкольным учреждениям можно подъехать по обновленной дороге. За это время благодаря нацпроекту в республике отремонтировано более 40 дорожных артерий. В иных цифрах с 2019 года в Ингушетии отремонтированы и проложены 250 километров дорог. Как отмечают в Минавтодоре Республики, в Ингушетии досрочно первыми в России реализовали нацпроект «Безопасные и качественные дороги», выполнив на 100% все запланированные объемы на 2022 год. В регионе введено в эксплуатацию 13 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе 2 мостовых сооружения общей протяженностью более 17 километров, один из которых переходящий на 2023 год. Речь идет о строительстве, пожалуй, самого протяженного автомобильного моста в республике. В Икажево прокладывается путепровод почти в 100 метров в длину и 15 в ширину. Предусмотрены водоотводящие устройства. Проектировщики обещают, что мост будет прочным, удобным и соответствовать всем современным параметрам. Впрочем, на этом останавливаться не будут. В этом году в рамках нацпроекта у нас предусмотрены денежные средства в размере 799 миллионов. В общем, из них получается 246,6 это средства федерального бюджета. Значит, что мы планируем в этом году? В этом году у нас получается, что мы, значит, за счет федеральных денег строим мост и, вернее, достраиваем тот, который в прошлом году протяженностью 90 метров. Находится он на трассе Кавказ-Икажево-Сурхахи на 2-м километре. Также на 2-м километре трассы Кавказ-Карабулак, Средние Очелуки, Райбекюрт находится мост, который в этом году, мы уже, в принципе, у нас уже контрактация, на все объекты контрактация у нас в этом году уже есть. Изменения в дорожном хозяйстве республики грядут колоссальные. В Назрани обновят 10 участков. Улицы Центральная, Восточная, Сулейменова, Картоева и другие. Протяженность, например, улицы Картоева, если мы возьмем, то получается, что у нас она протяженностью 1,8 километра. Но надо учесть, что улица Картоева, улица Сулейменова, улица Центральная, они 4-полосные улицы. Поэтому площадь асфальтового покрытия в 2 раза можно умножать на 2.
На участке автодороги Алхасты-Галашки протяженностью в 10 километров предстоит провести ремонт поверхностного покрытия и еще один объект длиной чуть более 1 километр. 29-й километр дороги Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек. Это при въезде в Верхние Ачелуки. И вообще, текущий год обещает быть продуктивным для многих населенных пунктов республики. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году планируется провести работы по автодорогам протяженностью в 22 километра. Капремонт, к примеру, будет проведен и здесь, по улице Гарчханова. Обновят здесь 1,5 километра дороги. Значит, там будут проводиться работы по, значит, исправлению профиля. Вот. Профилирование будет, устройство нового асфальтобетонного покрытия. Ну, до этого сделаем фрезеровку, приведем тоже в нормативное состояние. Улица широкая, вот, находится, мы знаем, где вот у нас мечеть, главная мечеть в Магасе. Вот, это то, что касается этого года. Из последнего выступления президента стало ясно, средства, обозначенные на 2024 год, будут выделены уже в текущем, то есть сроки сместят. В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что эти средства уже сейчас регионы смогут получить через беспроцентные казначейские кредиты. Собственно, эти же кредиты автоматически будут погашены в апреле 2024 года. Президент назвал такой механизм хорошим инструментом. Получит мощный импульс инфраструктура регионов, развитие инфраструктуры, включая связь, телекоммуникации, дорожную сеть. Уже в следующем 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Если это произойдет, то мы уже в этом году, на конец года, должны полностью закрыть вопрос по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ключевая цель национального проекта – повышение качества жизни населения. Именно поэтому особое значение уделено восстановлению путей к социальным объектам. С 2019 года в нормативное состояние в стране привели более 1900 участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Обустроили свыше 3200 участков магистралей и трасс, ведущих к дошкольным и досуговым учреждениям. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.